Каждый смех, каждый шаг Андрюши запечатлен на домашнем видео. Вот малыш готовится ко сну, вот бегает в ходунках. Такой солнечный, вечно улыбающийся и неугомонный. Вот он уже сидит, он уже пытается, мы здесь его ходим по квартире, водим, все. Вот у него здесь такой специальный, вот видите, ходунки. Вот туфельки, вот он постоянно, мы движемся. Я ему с утра до ночи массажи делаю все, что положено для ребенка в таком возрасте. Он уже говорит, начинает потихонечку, уже зубки появляются, уже вот так, как-то так. Очень хороший мальчик, очень умненький. Но только самые близкие знают, с каким трудом дается каждое движение малышу с больным сердечком. Андрюша появился на свет с пороком сердца, с отверстием межжелудочковой перегородки. Поэтому родителям приходится все время быть начеку. Как вам сказать, он живет, пока живет. Но в любой момент может случиться то, что может случиться. Потому что отверстие на сегодняшний день больше 11 миллиметров. Это очень много для ребенка в год. Ему через 2 недели будет год. Малышу необходима операция в федеральном центре. В декабре малыша осмотрел известный кардиохирург из Калининграда. Вячеслав Белов каждый год приезжает в Сыктывкар, чтобы отобрать детей, которым необходима операция. На этот раз в его список попал и Андрюша Саценко. Медики понимают, медлить нельзя. Если мы на сегодняшний день этому ребенку не поможем, то у нас разовьется осложнение, которое называется высокой легочной гипертензией, а, как правило, высокая легочная гипертензия – это противопоказание к проведению вообще операции. Ребенок будет неоперабельный. Это значит, что, к сожалению, те дни и в дальнейшей жизни его будет, скажем так, укорочено. То есть сколько он проживет, никто не знает. Неделю назад санитарной авиацией малыша с мамой доставили в Калининград, но там выяснилось, Андрей Саценко не имеет права на бесплатную квоту Минздрава Коми. Его родители переехали в нашу республику из Украины всего несколько лет тому назад и получить гражданство еще не успели. Весть о том, что за операцию придется заплатить, для семьи Саценко стала очередным ударом. Когда только в Калининграде он поступил к ним в четверг, а в пятницу нам сообщили вот буквально неделю назад такую новость, что надо срочно. В короткий срок собрать почти 300 тысяч рублей семья, где зарабатывает только папа, не сможет. А счет идет уже на дни. Остается одна надежда на людей, которые помогут. Любовь Лапина, Елена Кононова, Алексей Паршуков, Олег Юшков, телеканал Юрган.